25 и так дальше, дружить друг с другом. Прям такие подружки-подружки вместе живут. Это очень тяжело. Там у парня некуда вклиниться, понимаете? Когда девушка с подружкой постоянно живет. Парни жалуются, вот мне мои друзья у нас в Киеве, они жалуются на это. Я не могу к ней подступиться. За подружку. И вторая боится ее отпустить, потому что сама останется. Слушайте дальше, я расскажу про мою подругу вот эту. Это моя одна из самых лучших подруг. Так как мы жили вместе, я успела первая выскочить замуж и уехала. Она осталась одна, вот у меня ничего не получается. И она стала опять приманивать, то у нее мальчики. Она только для всех друг, она заботится, все пироги печет, всех обогревает, но ее воспринимают только как Ксюша-агрегат, который, короче, всячески помогает. Дальше. Я говорю, Ксюша, до тех пор, пока ты все это будешь себе заполонять, не появится никого. Она говорит, хорошо, там, мы молились. Она стала жить опять с девочкой, опять туда не подступить. Я говорю, Ксюша, пока вы не разъедетесь, ничего не будет. С мальчиком. Тебе нужно жить с мальчиком, а не с девочкой, потому что у тебя есть потребность заботы. Если ты сейчас будешь это делать о другой девочке, у нас есть, кстати, один пример в Заокском, 2 девочки живут вместе, понятно, что там нет как бы никаких проблем, но просто одна исполняет функцию мужа, она добывает, она ездит на машине, они преподавают, там часть преподавательницы, в общем, представляете? Это очень удобно. Ну, если у тебя нет никаких физических там суперпотребностей. Это очень опасно, я вам говорю. Ну, что случилось дальше? Вот сейчас ей 35 лет, полгода назад, год назад, это так. Она познакомилась, она очень хорошо знает все языки, она говорит на французском, на немецком, на английском, иврит. Ну, очень хороший переводчик. И она познакомилась с парнем по переписке. Это была проблема, но она мечтала, чтобы был француз, очень познакомилась с французом. Короче, неважно, они прошли такие терки, у них были Крым. Вот сейчас она едет к нему и выходит замуж за ей предложение, во Францию она улетает. Но вопрос, она говорит мне так, у нее вообще было представление, я хочу, чтобы у меня парень был такой спортивный, такой типа хоккеист, но он такой высокий, и у нее столько было, что я думаю, слушай, матушка, тебе в 34 года, как ты хочешь, чтобы был еще и не женатый, или что, то есть, свежачок. И она с ним познакомилась, а он оказался такой чуть-чуть в теме. Ну, такой рыхловатый, знаете, бывает такая. Ну, я не могу, он мне очень не нравится. Ну, я говорю, Ксюша, он тебе омерзителен? Ну, нет, он не омерзителен, не нравится. Ну, что я вам могу сказать? Они начали переписываться. Переписка, все хорошо. Даже появится тоска, он приезжает, сначала первый день не знают, как друг другу подступиться, что сказать, на 3-й день уезжает, уже, такое... Очень теплое чувство появляется. Потом, значит, они на 3 месяца переписываются, она от него отвыкает. Я уже не знаю, он мне не делает комплименты. В общем, это так все долго разрылись. Он опять прилетает. Ну, или она там где-то, они в Украине, кстати, во Львове, они тут встречались. Тоже первый день такой ступор, я не знаю. И потом она понимает, что я хочу с этим человеком быть. И вот 3-й раз она ездила к нему уже во Францию, и она понимает, что я уже готова на все. Она его полюбила. Она говорит, ты знаешь, я уже отказалась от всех моих вот таких вот вещей. Мне важно, я хочу заботиться, я хочу исполнять свое женское предназначение, я хочу рожать детей, я хочу о нем заботиться, мне нравятся его цели в жизни. То есть, это отвечая на вопрос, какие критерии должна ставить девушка и где потолок. Ответила я на вопрос? Вопрос звучал, до какой степени можно выбирать девушке критичность. Вот я говорю, иногда эту планку можно спустить. Особенно, если у вас уже были какие-то косяки в личной жизни, вот до того, как вы вышли в брак. Если вы, конечно, себя хранили в браке до последнего и ждали, и то это будет вознаградиться, и то мужчину с правильными целями. Это основное. Будет он толстый, тонкий, это потом в процессе может так решаться, потому что выйдете вы за тонкого, а он потом такой растолстеет. Ну, точно как же за нас. Да, серьезно. Напишем еще. Так, расторопность, осторожность. Расторопность про мужчину вы поняли, да, он призван к движению, он делает. А смотрите, женщина, так, твердость, мягкость. Вот мне, знаете, о чем я хотела с вами еще поговорить? Мы говорим, женщина должна быть вот такой скромной, спокойной, принимающей, внутренней. Смотрите, я не говорю, что она должна быть мямлей и не должна быть активной. Вот есть девочки рождаются с меланхоличным, спокойным таким характером, флегматичным. Есть такие холерики, активные. Вот Тайка, например. Да?
боль. Я себе, Господи, за что? Вот зачем? Спокойно пианистка. Ты... Я тебе скажу, такие пианисты бывают. там. Нет, знаешь, рояль спокойно, трещит. они только знают пианино. Ну, Боже, Смотри, Саша, смотри. привет, Таня, ты нам Бог такая с нравишься. разными разными. Это не значит, что сейчас все должны один характер спокойно меланхоличный, Нет, нет, нет. Может девушка быть активной, она может быть харизматичной, может быть холериком. Но где она должна быть такая? Вне дома. Во внешних. Вне дома? Не смешите. Шпион. Она должна быть на своей территории, на своей конечной территории, внутри. Она может быть хозяйка дома, у нее тут пироги пекутся, не обязательно. Она детей воспитывает, ну там, активно, она гостей принимает, она гостеприимная. Она с девушками проводит семинары, например. Ну, я сейчас говорю. Она может даже заниматься театром, Ох, разреши. если у нее есть. Но если это не мешает ее деятельности.